Добрый день, уважаемые туркменистанцы. Добрый день, дорогие земляки. С вами я, Хадыров Какумурат, один из основателей демократического движения Туркменистана, один из лидеров. Поэтому, как вам сказать, сегодня на еженедельном прямом эфире итоги недели на русском. Жду от вас вопросов, а пока просто подведу итоги, что было за неделю. За неделю в Туркменистане, как вы знаете, ничего не было такого экстраординарного. Так, обычная рутина. Чем он занимался, Бердымухамедов, тем и занимается. Просто обманывает народ. Да, Рашид Мередов слетал в Турцию, где он провел встречу с министром иностранных дел Мехметом Чавушоглу, по-моему, и этим Байрамовым, министром иностранных дел Азербайджана. Что они там обсуждали, как они обсуждали, это не в курсе, все это не transparency, не прозрачно. Ну, по ходу дела делили газ туркменский. А как обычно, в таких случаях о туркменских гражданах они не упоминали, ничего не делали. Буквально даже погибшие, которые в Стамбуле, чтобы перевести их тела, захоронены, чтобы дома в Туркменистане, об этом и речи не было. Ну, наплевательское отношение к народу. Мало того, я как критиковал его, он выступал на то ли азербайджанском языке, то ли на турецком. Ну, на турецкий язык не похоже было, скорее всего, азербайджанский язык. Он выступал на встрече. На что я просто возмутился. Согласно протоколу Министерства иностранных дел, согласно протоколу межправительственных соглашений, человек, государственный министр, когда приезжает в другую страну, представляющую свою страну, он должен говорить на своем родном языке, на туркменском. То есть представляющую страну на этом языке должен говорить. Что и не было сделано. То есть я делаю выводы, но, естественно, многие мои товарищи сделали выводы, что они наплевательски относятся к нашим гражданам, также к нашему государству. И итог вы видели. А итоги о том, что наплевательски относится к Бердымухамедову, вы видите в течение 13 лет. Да, еще коснемся темы, что тема Сулеймана Турсунбаева, они хотят спустить на нет. То есть никаких итогов расследования пока что не предвидится. Мало того, на мать осуществляет прессинг, создали комиссию государственную по... Я уже забыл, между нами говоря, уже... Я же настолько юриспруденцию возненавидел, я вам говорил, наверное, что просто не хочу экспертную комиссию, и там хотели ее заставить, чтобы она подписала бумаги, что у Сулеймана был рак. Ну как можно такое делать? Представляете, просто подтасовывают факты. Парень был здоров, когда поступал в интернат, был здоров. Вы же сами знаете, берут в этот интернат, если он парень, тем более он с узбекской семьи, то есть у них никакая рука, нет блата. Коррупции тут вообще не предусматривается. Приняли парня за чисто его спортивные таланты. И раз в полгода проходит медосмотр, медкомиссию. Он был здоров, а сейчас рак. Тут просто нечисто, понимаете? И они не хотят. Там реально замешаны его родственники. Есть какое-то семейственное отношение. Поэтому он хочет просто нас спустить на тормозах. Дело Сулеймана. Но это дело Сулеймана, это дело чести туркменского народа. Если мы это спустим на тормозах, мы никогда не воспрянем, поймите, туркменистанцы. Они будут просто над нами издеваться и плевать. У меня уже рука устала, я специально для определенного товарища, ну он мне не товарищ, между прочим, ну просто как туркменистанец, хочу показать знак, чтобы каждый раз он видел, когда я выхожу. Вот это как бы фигурочка. Все. Теперь я его ставлю в другую сторону. У меня еще с прошлого эфира остался вопрос, Яшка Белый такой задавал, кто будет заниматься делом Жрамов, то есть Жадана, Храмова и из их компаний. Кто будет расследовать это дело? Я вам просто скажу, если
Демократические силы Туркменистана придут в Туркмению, будет создана комиссия, антикоррупционная комиссия. И ДВТ, если будет там, если как-то ДВТ будет участвовать, я приложу все свои силы, усилия, чтобы хотя бы вот эту комиссию возглавить. Я обещаю, что выведу на чистую воду не только Храма, Жадана, но и всех других коррупционеров, которые просто использовали Туркменистан, крали деньги. И это касается не только граждан Туркменистана, но это касается и не граждан Туркменистана, которые стали миллиардерами. Будет расследование. Да, будет тяжело. Понимаете? Вы же прекрасно знаете. И если делать запрос, то есть американское Министерство финансов в Америку, и они же сразу не выложат вам все карты, будем искать компромиссные какие-то договора, чтобы они нам предоставляли все данные. И я обещаю, что мы их всех выведем на чистую воду, и сворованные деньги они возвратят. Мало того, мы осветим в прессе и запишем в литературе, чтобы на будущее поколение, чтобы туркмены не попадали никогда в такое рабство, то, что сейчас происходит. А я вам говорю, они идут по сценарию Гумилева. Про Хазарию говорил же государство. И этот Бердымухамедов идет целенаправленно, усиленно в ту сторону. На неделе мы посмотрим. Мы просто неделю взяли на анализ, наш аналитический отдел. В конце недели будет важное сообщение. Так. Правда жизни пишет. Скажи, как Мурат, ты думаешь, наши люди объединятся? Что-то не очень верится. Нет, объединяться, еще как объединяться. За рубежом нет, но в Туркмении уже просто они дошли до той точки, что они уже им некуда деваться. Вот вас посмотрите, сельское хозяйство. Сельское хозяйство, каждого был арендная земля, арендатор. Сейчас это государство, эти люди во власти что делают? Они забрали эти земли у народа, у арендаторов, у крестьян, дайханов, поставили одного смотрягу, а он им раздает. И они за свои труды, они должны пахать, получать 30%. Это не рабство. При этом он ничего не делает. Просто он как попка-дурак стоит медиатором. За это 70%. А дайхане должны за свои деньги получать, покупать воду. Вы же знаете, вода же не просто так же подается. Там министерство сейчас уже до того дошло. Понимаете, Министерство водного хозяйства, они там на местах они себя вообще князьками считают. Тому заплати. Землю пропахать. Сельхозтехнике заплати. Химию купить. Это Хаджимраду его как бы племяннику. А что в конце концов дайхан остановится? Ничего. Поэтому они тоже, понимаете, пришли к тому, что уже пора вставать. А городское население, что у вас? Есть что терять? У вас даже цепей нет, чтобы их терять. Если по закону пролетариата идти, пролетариату нечего терять, говорит, кроме своих цепей. А у городского населения и этих цепей нет. Рабочих мест нет в Туркменистане. Туркменистан дошел до той точки взрывоопасной, которая она должна взорваться в ближайшее время. Нравится тому, не нравится кому-либо, это произойдет. Это чисто мое мнение. Ну и мнение многих большинства. Так, давайте я вопросы. А то много очень вопросов. Сверху начну. Так. Игры. Валейкум, кто-то в чем? Игры пишет. Слушайте, почему вы проснулись, когда дело дошло до Сулеймана? Ну, во-первых, это я не знаю, к нам вопрос или кому-то другому вопрос. Если к нам вопрос, я вам объясню. Не на прошлом, а позапрошлом мне усиленно задавали этот вопрос насчет Сулеймана. Я тогда честно сказал, что я не в курсе, что происходит. Но обещал разобраться в этом. Но вот это вопиющее преступление, просто, я думаю, не только меня, но весь народ Туркменистана, как и внутри, как и за рубежом, да и простых людей, других людей с других стран не оставит равнодушным. Что и произошло. О деле Сулеймана заговорили все блогеры, и узбекские, и российские, и зарубежные. Да, вы посмотрите, программа 360 в Подмосковье. Посмотрите, сколько у них комментариев. Больше 600.
А на наших туркменских всего 40. 50 максимум. Вот вы представляете, какой масштаб? И делайте выводы после этого. Так. Привет всем ребятам. Мы все должны добиться открытия дорог в Туркменистане. Безусловно, мы все должны добиться открытия дорог Туркмению, Умит Хасанов. Асам, а что вы делаете для этого? Для этого вы должны, Умит, объединить вокруг себя людей и в Стамбуле поехать в аэропорт и сидеть до упора. Или сидеть у этого консульства Туркмении. А то, что мы говорим, откройте, нет, это существенно ни к чему не приводит. Надо существенно. Если это вы будете делать, понимаете, тогда все будет. Но сидя там и кричать, как мы, ничего не получится. Мы работаем. ДВТ конкретно работает на Туркмении. Мы внутри Туркмении уже. И мы не обсуждаем, что там за Туркменией, где в Турции, в других странах, как, что нас касается. Мы это не обсуждаем. Это нам не интересно. Просто мы уже на другом уровне. И если мы будем расхолаживаться, им отвечать, это просто идет в интересах туркменских спецслужб. Так. 4 Март'та Гурбангул'un БМ гели Türkiye. Я не знаю, кто приедет в Турцию. Мен білемак, честно. Так. Ну, ТМБ квартал пишет, еш қачан açılmaz yollar, қачан да халық аяғы алмаса. Правильно? Халық аяғы. О, Тигр пишет, когда бой с Азатом Хайдбаевым? Ну, ребята, вопрос, я не хотел этого отвечать, но вы меня вынуждаете, меня в чате вынуждали к этому вопросу. Кто такой Азат Хайдбаев? Это человек не моего уровня, у него вся жизнь состоит из пародий. Зачем я буду человеку отвечать, человеку пародии? Я когда с ним общался, я пытался его привести на должный уровень, он не понимает. Он себя обозначил себе цену, пусть идет своей дорогой. У него красная цена, как он сказал в чате. Я уже не буду дальше продолжать. Это его проблемы. Если он решает так, он опаздывает на встречи. В частности, когда я в 2019 году я проводил, он опоздал. Как можно, живя в Стамбуле 5 лет, и заблудиться в метро? Я никогда не заблужусь. Если я назначил встречу, я приезжаю за 2 часа. Ну, человек пародия, что сказать. Если он любит смешить как-то людей, это его проблема. Нам хватает уже одного клоуна в политике туркменской, на 13 лет засел. И я думаю, это ваше вообще-то, вы должны решать. Это мое чистое мнение, что... Ну, в общем, я не буду отвечать на этот вопрос. Хотя уже ответил свое чистое мнение. Харамулы, Курая, yolları açıp bilmez. Ben düşünmedim sizin sorunuz. Zarina Hayatova pишет. Bugün 7 sanı çağı öldü, haberiniz var mı? Ya haberim yok. Почему-то kim ölse biz nemelerin näme deyin şu qarıları yaz verirler. Qarıları inanmam kaden köprak. Şu taydan çıkıyor. 7 sanı çağı ölse yine bu это реально говорит о чем? Что государство уже Почему родители 7 человек не попросят ответ у тех людей, кто виноваты в этом? Почему? Почему соседи не объединяются? Мы денно и ночно говорим в Туркмении, пора объединяться, пора двигаться, пора что-то просить. Я всегда говорю, что улицы должны быть наши, народные, ночами. Днем днем они могут ходить, а ночью вы должны быть хозяевами этих улиц. Потому что назрела та ситуация. Потому что Бердымухамедов и его команда и клика, МХМшники, они перешли красную черту. Если вы до этого, я говорил как-то, ДВТ тебя спасет, то в последнее время я не говорю об этом. Потому что он перешел ту черту. А когда человек переступает эту черту, обратной дороги нет. И ему прощения нет. Его надо будет арестовывать и судить народным судом. Народным справедливым судом. Понимаете, предоставлением адвоката и освещением на всю Туркмению и за рубеж. Чтобы впредь туркменская нация, туркменистанцы видели,
Если он виноват, чтобы до такой степени, вот мы не допускали, наше будущее поколение видело, что на этом примере, чтобы никогда не допускали до власти таких коррупционеров, самовлюбленных, как у меня столько, вы почитайте вот в моем последнем на туркменском языке насчет него эпитетов. Там столько интересных этих дали ему кличек. Просто я даже теряюсь сейчас, какой им сказать. Ну, в общем, вы прекрасно понимаете. Так. Так вот. Вы не знаете, правда ли, что собирается делать прививки с 1 марта в Туркменистане? Не в курсе насчет этого, честное слово. Так, паспорт uzatmalı. Ne biliriz? Ağzıvir olup, siz konsulsta varıp, ağzıvir olup, talep edin, suda verin. Pasport boyunca bizim üçüncü mü ikinci aksiyamızdı. Üçüncü mü ikinci aksiyamız bu arada pasport boyunca. Bizi bir topar adamlar tankıydı etti şu vaxtında. 6 aylık adış etmeli bil. Hazır hemmesi pasportu düşündüler. Hudayımın katına şükür. Şu hemmesi düşündüler. Şu pasport almak gerek. Adış yürümeyecekti. Şolar adamlar, düşünen adamlar şu zatı neməni alan olsa, boyuna alan olsa şu zatlar etmeli. Yöne biz ne elimizden gelse devletin adamları. Devletinde ne el güç gerek olsa biz kömek ederiz bu zatlar boyunca. Так. Еще вопросы. Я еще раз говорю, ровно час я буду делать эфир, больше не буду делать. Вы не обижайтесь, потому что это будет уже так приеста. Вот, так. Вопросы наверх идут. Как вы относитесь к Ельцину? Вообще, кто виноват в распаде СССР? Слушайте, я никак не отношусь к Ельцину, потому что я его принимаю как за данность, как определенный человек, который изменил Россию. По-разному можно к нему относиться, понимаете? Что он развалил СССР, а можно сделать, что он поднял Россию на какой-то уровень. Но одно знаю, что мы живем лучше, что мы живем по-другому. Мне посчастливилось выехать за рубеж. До этого у меня были совершенно другие взгляды. Я занимался бизнесом и не хотел в политику вмешиваться. Мне был интересен бизнес, мне было интересно зарабатывать деньги. Вот. Но так получилось, я сцепился с сотрудником Федеральной службы безопасности, и мне пришлось уехать. У меня все забрали. Но не от этого я пошел в политику. Просто я пошел в политику из-за того, что был беспредел. Что мы не можем приехать на родину Туркменистана. Нам что, много надо было, что ли? Дайте нам паспорта. Сделайте свободный приезд в Туркмению. Больше ничего не надо нам. Они же и это право у нас забрали. Что нам раз в году приехать, родителям посидеть, чай попить или на могилу пойти там барана зарезать, потратить опять-таки наши деньги, кровно заработанные. Это Туркменистан от этого полную выгоду получает. Так они же, это идиоты, они же просто, у них ума нет. Они пришли, они хотят полностью у нас отжать. Все. Прийти, вот человек приезжает и просто как голым его выпустить. Но ты же, если умный человек, ты же все равно получишь, понимаете, в виде налогов, в виде всяких этих, в торговле. Я баранов, например, пришел, барана купил. Я же деньги заплатил. Тот, кто продал баранов, он завтра пойдет своим детям какие-то одежду купить. Это товарооборот идет, понимаете, это экономику поднимает. А у них ума же не хватает. Вот из-за этого я пошел в политику. А так я бы вообще, и даже никто не думал, никто не родился политиком. Понимаете? К этому приходишь. Вот. Ну так. Bir topar korkaklar var Türkmenlerde. Yok, Türkmenlerde korkaklar yok. Türkmenlerin baş tutanı Şağal. Şon Türkmenlerin ruhunu düşürdü. Türkmenler prosta sıyılığı var. Hem sabır var. Sabır kasesi dolsa doları yağlı giyette mi bu zatlar? Şu Şağalı var ha, tutsuğu öz işini bilirler.
Поэтому bu zatlarda aytmalda korkaklar. Bizim halkımız batır halk. А как вообще быть дальше? Игорь пишет. Как? Бороться? Если вы в Туркмении, ну, согласно Декларации прав человека, вы почитаете, если все средства исчерпаны, что надо делать? Это не я, это всеобщая Декларация прав человека говорит. Где нашел киндер-сюрприз? В магазине продается, для детей подарки купил. Там полным-полно киндер-сюрприз внутри шоколада. Так. Ağam gel Türkiye. Oh, men barjak beleyin, men deportasiya ettiler, men hali bilama. Hali men işim gedip otur mahkemede. Hali işim yapmadılar. Men hükmen varasım geliyor. Käbir adamların yüzme yüz duşasım geliyor. Yüzlerini göresim geliyor. Käbir adamlar söz verdi, aydım aytmazlar dep artist naнимать ederim deyip. Şolary göresim geliyor, näme koyalım. Hükmen barasım geliyor. Ой, один человек не пойдет сидеть. Не понял вопроса Умит Асанов. Так, Дувлет Раджаб пишет. Здравствуйте, вы не знаете, правда ли, что собирается делать прививки? Ну, это мы уже вопрос говорили. Не знаю, честное слово. Вот. Паспорт узалтмалы nädir? Мы уже отвечали этот вопрос Адамова. Qaytalardan ancak bu Türkmenler için dürtmesen oyanmaz. Dürtüp otursa Nadia Ahmedov. Dürtüp otursa hemmesini. Bu da yeterse hemmemiz kalarsın. Gururun mu yok bu zatlar vardı. Так. Честно скажу, по-турецки не могу читать, что он очень хайш, türkçe yazmak, Türkmen dilini yazın. Вот. Я слышу, Юрий Кулин пишет, я слышу, что какой-то Равшан взялся решить вопрос с паспортами. Есть ли у вас информация об этом? Ну, честно, мы с Равшаном иногда так общаемся. Ну, вроде он взялся это решить вопрос, но больше чем-то каким-то популизмом занимается, больше в ТикТоке выступает. И так, как надо поступать, когда приезжать в Туркмению, пишет. Как надо с таможенниками разговаривать, не знаю. Но это его проблема, пусть он как-то действует, а вам отвечает. Я то, что слышал, я вот это говорю. Вы же знаете меня, я всегда констатирую правду. Так, Тёма Гусейнов пишет, эгер диктатура yıkılmasa, onda biz Çaycı областын автоном республика edip alias Haramulu bizden uzakta diktatör bolsun. Eğer başarıp bilse bizim arkamızda Mirziyoyev durup inamı bildiriyor. Tёма Гусейнов, sen azatlık şu diktaturanı yıkıp bilmesen ne sen avtonomiyani alacak oluyor. Ne boş gurla otuyorsun. Yani bu boş gurun. Şu diktatörü nemeden zaksız yıkıp bilen. Siz İstanbul'da neme miting oldu günler. O neme kim o? Azat Cepparov. Neme geldi o? Öktem markı Omar Kılıyev mi neme? O çopan yalı bunu alın deyip oturunda siz şu karşılık edip bilmesen neme gurun edip otuyorsun. Bağışla göğününe deyesim gelen ha. Yönü bir geplende gizlik biskasti doğru şu zatları. Arkasında bir durmak gerek ha. Ya senin o nemeler mi? Негодяй, бердышка deyip çıkanlardan mı sen? Bağışla, конечно. İzinde durmak gerek sözlerinde. Почему Рашид Мередов, Сапар Ага говорит, как президент, все заметили, как он кланялся, прямо он следующий президент, что ли? Ну, не знаю. Следующий президент. Рашид Мередов. Я вам еще раз говорю. Все может быть. Если народ будет молчать, все может быть. А если народ поднимется, потребует свои права, никакой Рашид Мередов и другие. Рашид Мередов будет отвечать за все свои преступления, которым он способствовал построению коррупционного диктаторского режима. Я вам этого обещаю. Понимаете? Так. Как быть с ЛГБТ? Ну, как вам сказать, как быть с ЛГБТ? У нас есть как бы защитник ЛГБТ Чемен Уряева, к ней идите. Она вам скажет, как быть с ними. Я к ним отношения не имею никакого, честное слово.
Так, пока у народа страх, внутри страны ничего не будет. Да нет уже страха. У них голод вперед идет, чем страх, поймите. У них детей нечем кормить. Если 7 детей умерло, вот недавно, сейчас только вот сказали, у них страх, что ли, появляется? У них злость и ненависть появляется, поверьте. Я когда сказал, он перешел черту, народ просто порвет его. Если он не дурак, он должен просто как-то какие-то меры, шаги предпринимать о своем капитуляции. Я имею в виду Бердымухамедова и его родственников. Ахзибир болуң чкалың. Ахзибир болуң. О, Надя Ахмедова, спасибо. Так, Джелал Усманов, салам алейкум, халкам салам, Россия, салам. Русча передачам, Хова русча передача. Итоги недели делали специально это, между прочим. Но түркмен тіліне 40 көрген соң сыйлығым бар, түркмен тілінде жауап беріп отырмын. Если у нас не будет демократии, ЛГБТ будет свободно. Если у нас будет демократия, ЛГБТ будет свободно, только не открытый. Сен-сен. Ну, слушайте, я вообще уже живу в Англии. Я не видел тут ЛГБТшников, между нами говорят. Живу в таком районе, где студенты живут. Я не видел, чтобы мальчик с мальчиком обнимались, или девочки с девочками обнимались, чем целовались. Еще. Хотя студенты гудят по-страшному, понимаете? Гудят, я имею в виду, отдыхают. Я этого не видел. И насчет ЛГБТшников у меня нет экспириенса по этому поводу. Поэтому не спрашивайте меня. Есть человек, который их упорно, рьяно защищает. Она сама призналась, что она не оппозиционер. Она их защитник. Обращайтесь к ней. Тем более у нее под знаменем выщипанный сидит. Вот так. Света я. Вы можете параллельно и по-русски отвечать? Леплю манты и слушаю, ничего не понимаю. Конечно, я отвечаю по-русски, Света. Вот так. Молодец, что манты лепите. Не всякий сейчас лепит манты. Приятно, наверное, с Туркмении. Только с Туркменистана девушки вот очень хозяйственные. Я имею в виду со Средней Азии, простите прощения. Прошу прощения. Кто-то пишет, Мирзиёев Геректаль, автономная республика Геректаль. Өзбек білен қошылсаң балағың шығарып әкедия ağzımızı aşını iyidireriz halkına. Bilemek sever, özök halkı bilen biz nememiz yok. Ökek şişkesimiz yok. Поэтому özökleri hiç kim girmez Türkmenistan. Türkmenistan'daki özöklerime size uverir edip bilen size. Men Özbekistan'a varanda men dostum özök. Onların çağlar çıkıp Türkmenler geldiler diye. Öz karındaşlar. Onların qaharı eleli. Как это так? Biz Türkmen değiliz. Ну вот. Size şöyle yağdayı. Будет переход с плановой к рыночной экономике. Николай Лебедин. Очень отличный вопрос. Вот реально сейчас начали вопросы задавать. Николай, сейчас Туркменистан находится на том этапе, когда все разрушено. Когда вся экономика разрушена. О чем говорить? У нас плановой экономики нет, ни рыночной экономики нет. Поэтому прекрасный стартап сейчас начинать что-то делать. Естественно, надо отдать. Вот в свое время я смотрел передачу Акахи Бендукидзе, он говорит, я на коленях умолял Саакашвили и все правительство, чтобы они не делали акцизы. Пусть они народ вывозят и привозят, что хотят. Понимаете? Будем делать так, потому что народ определит, что можно делать, что нельзя, что будет как бы пользоваться спросом. В первую очередь народ двигает экономику. Но, естественно, со стороны государства будет какое-то регулирование. Я имею в виду на те натуральные природные ресурсы, которые у нас есть в Туркмении. Так, еще где у нас господин Лебедев, после Лебедева. Орок Кетмен алып чкын, говорите, может, надо призвать мирный протест в Туркмении? Рустам Фазиев говорит. Рустам, мирный протест, время прошло. Народ уже перешел ту черту, вернее, Бердымухамедов перешел, и народ тоже в черту перешел. Это мое чистое мнение. Если народ решит мирный протест там взять, пожалуйста, никто не против. Гамма. Автономия hiç vaxt lebab daşuz bolmaya daşı yurt bilen
арачак болар. Да, ара катнашыбыз дашы ютлу белән болар. Yok мен, bizim границаларımız açarız biz hemmesi. Hemmesi arkayın gelip gidiplerle. У нас будет 2-3 гражданства, понимаете? И не будет такого, когда одно гражданство и заставлять других лишаться других гражданств. Так. Рашид гипноз делает, что ли, что всех переживет, не потопляется. Потом Аман. Рашид просто, как вам сказать, соучастник тех преступлений, поэтому он и не потопляем. Потому что он со Жрамовыми, а не просто этого между Мухаммедом, как марионетка использует. Поэтому он как бы одной из цепочки или звеньев вот этой коррупционной системы. Если его убрать, то эта система развалится. Они это прекрасно знают. Правда, Жень, скажите, как Мурат, как вы думаете, в этом году он откроет дорогу? Откроет, не откроет, он вынужден будет это сделать, потому что народ не вытерпит, сам будет ехать. Если он не откроет, экономика уже полностью дала сбой. Народ будет голодать, хотя ему плевать даже, если честно, до народа. Так. Фримен BTMD. Как Мурат, ДВТ, ол орысша. Біз болса түркмен. Біздің өз ene dilimiz öngde. Менің пікірімше ДВТ ene ТДХ. Түркменстан демократия хова Түркменстан демократия түркменче. Yine biz başkaça da ulanıp yiyoruz. Türkmenistan демократия, ватан Түркменстан. Şöyle немеді болтырса. Так. Света, приятно, что вы с Марийского вилаята. Вообще, вы с Туркменистана, это уже приятно. Kim bilir Türkiye'de Türkmen yolları kaçın açılır? Bilemem, zatlары. Вопрос не могу сказать. Аман Аманов, я не буду отвечать на этот вопрос. Потому что это не думаю, что кто-то кого-то завидует или что-то делает. Поверьте. Гуаншбай Авезов. Салам алейкум. Гоумын. Аман Аманов, вообще он живет в свое удовольствие. Зачем его трогать? 70 лет кайфует, что нам? Минералку пьет. Дай бог каждому такую жизнь. Понимаете? Вокруг 3 женщины. Что надо-то? Время от времени выступает. Нормальная жизнь. Удалась. Гуаншбай Авезов. Салам алейкум, Гоуман. Туркмены никогда ничего не сможет сделать. Он просто пустой говорит. Кто? Туркмены никогда ничего не сможет сделать. Почему не сможем сделать? Все мы сделаем. Все сделаем, поверьте. Я опять его пропустил. Так, салам. Хаджи пишет. Какамрат харамдан дордан двойни баракен. Вот видите, мы же не обманывали. Кто-то пишет Jewish. Кто по-вашему арсенальцы? Это туркмены, как и текинцы, как и юмуды, как и остальные племя. Емрели, Языр Алили, Көклены. Все это юмуды. Вот так. Siz valyuta barədə айтсаң қызықлы бар. Qılыç Qılıcov. Valyuta barədə nə qaysı aspektdaydı? Biz әлі Türkmenistan'a бармадық. Ешсә edemiz valyuta. Yönü gep satып отырсаң, как будто предвыборный кампания алып. Bir iş көркәзмәле olsаң, айтмал да biz атлар. Хәзерге текущий проблема болса valyuta дигән olсаң, şu студентлар беріп білмені. O действительно Türkmenistan қазынасында pul yok. Gazdan pul gelina. Бұл шоң үшін her yeri kergun çıkış edip oturup televizorda aldap kabinet ministrinin azalığını yılmın etmeli. Yine 3. ay gitti. Bir alan kalası var mı? Bir zatlı ettiler mi? Hatta 2 ayın içinde esi pulları var olsa bir предприятие запускай etmeli. Bir zatlı etmeli. Bazı adam ulanıp bilmeli. Şu aspekte deyseniz yine şöyle zat edip oturayım. Studentları kıyın oluyor. Kıyınınsa kıyın oluyor. Pullarım barmıyor. Так. Так, Рашид мне yüzü elbet ve doğru
Интервью в России как Макка даете? Я не пойму. Вопрос не понял, Аман Аманов. Интервью в России как Макка даете? Кахамрат, конкретно что делать будем? Будем брать власть в Туркменистане. Будем поднимать народ, брать будем власть. Как в свое время делал Ленин, дедушка, как в свое время делали остальные французы при французской революции. Все. Будем брать власть. И будем создавать демократические выборы. И будем делать демократические выборы. И народ будет выбирать своих представителей во власть. Вольный казак пишет. Уважаемый Кумрат, вы уверены, что народ в ТМ сможет победить диктатора в ближайшее будущее? Не только уверен. Не только уверен. Я убежден в этом. А у них выхода нет. Или смерть, или свобода. Николай Лебедев, опять шикарный вопрос. Нужно ли повышать налоги на иностранные товары, чтобы поддерживать отечественную продукцию? Ну, я думаю, отечественную продукцию всегда должны поддерживать. Мы, во-первых, должны возвратить те же самые, я имею в виду наше сельское хозяйство. Мы должны субсидировать сельское хозяйство. Мы должны, прежде всего, мы должны своих фермеров подготовить. Почему? Потому что если мы их не подготовим, придет большой олигархат с других, тоже Казахстан может нас поглотить, тоже с Узбекистана приедет Алишер Усманов, те же россияне могут прийти и поглотить в этом вопросе. Нам надо своих поддерживать, надо своих. Нравится нам это, не нравится. Прежде всего для своих туркменистанцев мы должны подготовить почву. Потому что вот час X настал, вот смотрите, был коронавирус, никаких сообщений нет. А страны, где подготовлены, у них вся имеется в виду сельское хозяйство и другие предприятия работают, они полностью себя обеспечивают. Поэтому прежде всего своих, да. А у нас другие продукции будет безакцизная, так бы, безналоговая. Так, Aman Millet ağam bu местами или мечтами. Я düşünmedim sizin sorunuzu. Daşuz ilanında yanıdan dörəp 7 sanı çağı helak bolupdur. Şol çağların ene atasına kömek ederler mi ka ey Türkmen halkım? Türkmen halkım ecesi hakası на Бога надейся, но сам не плашай deyip İlham. Biz her zat ederiz. Şu zat действительно bolon bolsa şu vaka bolmaz. Biz neme ders bu. Çap ederiz metbuatda her çıkışımızda bu zatlar aydars. Yönü ecesi kakası birinci oçu çıkış etmeli. Yine Süleyman'ın kıyalı. Hem yeri bark gördüler Süleyman'ın ecesinin kakası. O sonra YouTube'a çıkıp şöyle deyip ayttılar. Biz kıyırlar ya. Türkmenistan'ın 20 sanak Kırgız bolsa kovulap çıkıyor. Kim bolsa da. Belkim. Гуанчбаев Безов. Өзбекстанда бедный народ нету, как вы. Өзбекстанда все возможности есть. Belkim Özbekistan baydır, belkim. Özbekistan. Şunun için Guanchbay ne sizi mişaydı Türk otayda yaşama. Bize Türkmenistan iyilimiz. Biz şu tayda doğulu yerimiz, doyduk mekanımız. Biz Türkmen halkını götürürsün Türkmenistanlıları. Biz Türkmenistan'da bay yaşatıyız. Ben öz yurdumdan ne demek geçesim gelene Allah Taala'dan verilen bize bu soğuk devlet. Türkmenler neçə yıldan beri şu devlet için uruş geldi ata-babamızda. Berde 90. yılda Allah Taala'dan verdi. Biz şu soğuğu saklap bilmeli. Вы в предыдущих выступлениях говорили, что... Ой, извините, куда-то ушла. Где этот вопрос? Вы в предыдущем выступлении говорили, что в вашего ребенка стреляли. Расскажите. Я не думаю, что это надо говорить. Но если надо, определенные лица знают. И справка есть с травмпункта, что сквозная простреленная рана левого предплечья. Это произошло в России. Достаточно, я вам скажу об этом. Все. Ну, слава богу, он живой.
и живет в европейской стране. Так, салам алейкум. Россиядан граница қашан ашылар білмеңіз. Яқ білемақ Динара Аллабергенова. Так, қақыш кейлер тұтсық нәде. Бұл арды өзіңіз ойланшың, адам. Қақым Freedom BTMD. Қақымрат Рашид Мерез Түркменстанда шықманы мүмкіншілігі болды. Ол sizin Qarashiyan flashkanız yürümü yok, vermedi sebep daş tövründe adımlar var mı kadın? Onu şunun için yürüyte Türkiye uğradı. Ne için demir kazık yurtları uğradan artlar. Onu. Öz yanında saklap otur. Ben bir zattan korkuyorum. Bu haramzada taliplerin yurdun içine gezdirip yiyor. Şu gün gelir yurdu basıp almasından korkuyorum. Gözün hiç zattan görünmeye teröristlerin. Elinde tersten olanı Taliplere var ha. Ben 4 yıl bundan sonra ben diplomla работам yazdım. Şu TAPI oyuncu. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Indiya. Ben şu Turgundi olsa biz tarafı Serhedabad, Uşqı. Turgundi'de şu Spinbaldak den yerinçel aylandı. Ben şunda hem mesela duştum o tayda talipler öğrendim. Şu Türkmenistan'a gelip giden adam var ya, şu sağ öyle öğrendim duşup kayıttım ya şolar interesant. Olar aytdim, bize näme gerek başka yurt? Bizim öz yurdumuz nemet berdi bardak dedi. Biz öz yurdumuzu gerek zatlar. Biz başka yurtda bolen zatların bizim işimiz yok dedi. Siz gazaprovod kursanız 2,5% ne zakat var, şonu tölen dedi. Musulman nemesi dedi. Dinde pravilası dedi. Şonu tölen bize şu o zat kovu dedi. Biz охранять dediyiz, zayet şu zatlar. Boldu. O Türkmenistan gerekler olur. Yönü bu korkup şu zat bolur deyip. Yönü nemeden başka ISIS var otaydı. Azar verin. Şoları töle otayır. Вот. Так, salam kağım oldu ya. Canın sağ olsun. Kağımrada hem daşı yurttakılar yurtta giresi geliyor, yönü hareket yok yurtta. Gidecekler aeroportta barıp oturmalı. Şol yerde biz miting etmeli. Bolmasa bizim yurdu girgizmeli. Men öňüm yazıptım. Hovo za sправедливость. Doğru aýdýaňyz. Biz hemmämiz hareket etmeli daşı yurtta. Girjek bolsak öyle Türkmenistan'a. Газ в Россию идет, Китай идет. Почему нет денег? В Россию не идет, наверное. В Россию не идет, насколько я знаю, она покупает газ с Узбекистана и Казахстаном перекрывается. С Туркмении специально не покупает. А в Китай идет, с Китая не идет деньги, потому что они начали платить с этого года за кредит, который трубу построили. А еще Китай существенно сократил объемы газа на 2/3. А с 1/3 они перекрывают свой кредит. Поэтому Туркменистан просто ничего не имеет. На что вы живете в Англии? Работаете где-то, пособие, проценты, что-то еще. Стивен Джонсон, вам так интересно, на что я живу? Я в свое время в России зарабатывал нормальные деньги, поэтому я не нуждаюсь в каких-то определенных этих денежных как бы. Так. Акыш, давайте сначала... Когда? Николай Лебедев, после вашего прихода к власти будут ли богатые платить больше налогов в Туркмении? Слушайте, Николай, нам надо дойти до Туркмении, во-первых. И там налогообложение еще надо создать тот слой предпринимателей, чтобы люди начали платить налоги. У нас же ничего же нету. У нас супербогатые есть, ну, вориши, которые проворовались, которые своровали деньги. А с них-то надо будет просто расследовать, откуда они получили эти деньги. Если они получили законным путем, естественно, они должны облагаться налогом определенно. Вот так. Так, Стивен Джонсон пишет. Брать власть нужно не в Ютубе, а как Ленин, на которого высылать, заручиться поддержкой значительной частью народа, иностранных правительств, и приехать и брать власть. Когда примерные даты? Вчера уже.
Стивен Джонсон. Вчера. Вчера уже нам надо было приехать в Туркмению. Вообще, давайте честно скажем, геополитическая обстановка в мире так сложена, что никому, кроме туркменского народа, не выгодно сменить власть. Вы же прекрасно, вы можете, я предполагаю, кто это под Стивеном Джонсоном. Ни ведущим игрокам, которые в мире, супергосударствам, ни на севере, ни противоположной стороне, никому не выгодно, потому что всех все устраивает, они все при своих интересах. Только туркменский народ страдает. Только туркменскому народу это надо. Понимаете? Сами они говорят, один игрок может говорить, понимаете, во всем мире, говорить, что демократия, мы там делаем во всем мире, предлагаем все под демократическими этими лозунгами, свои дела делают. Но они, да, демократия у них... Свет включите мне, пожалуйста, здесь. Демократия у них только для своей стороны. А люди, которые, например, в нашей стране, что страдают, что не страдает, это просто им без разницы. Они смотрят на страну эту как на донора. Стивен Джонсон, если вы хотите это узнать. Так. Джуиш пишет, Какумура, что будет с племянником Хода Харамдага? Будем судить. Будем судить. Невиновных отпустим. Виновные будут отвечать по всей строгости закона. Всех. Если даже убегут в Дубай, где они строят гостиницу. У нас этот президент заключил соглашение о выдаче преступников. Будем добиваться их. Вот так. Чтобы возвратились и будем судить перед народом. Надя Ахмедова пишет, Туркменстанда байлық қалмады, харам олы bitirdi. Ну, онда Түркменстан, Надя Ахмедова doğru ayttınız. Түркменстанда қазына да pul қалмады. Şoň üçün yakında stroykada объявить ettiler. Түркменстанда təzə tender qurmaq. Näme üçün bu zatlar aydı otyr? Prosta halktan soňky pullarını yığınacak ol. Kim şo tendere pul alar dep. Ýöne izni durup bilmeýär, döwletde pul ýok Türkmenistan gazynasynda. На кого рассчитаны bu zatlar biz bilem zat. Так, JDH, хе-хе, по-моему, хе-хе-хе, что ли? Biz şu vatanımızda ağzı bir bolmalı. Teke tecik özbek buluş deyip dursak bolmaz. Doğru aydiňiz. Şu действительно sizin nemeňiz. Şu Türkmenistanlılar şöýdip aytmaly. Biz yurdumuz deyip yapışmalı. Teke tecik özbek Türkmen meyli zatlar aytmaly däl. Sağ olun şu nemeňiz soruňuz üçün. Jogabыңyz üçün. Аман Аманов. Рашид Мередов как президент был в Турции, Сапар ага правильно сказал, что там что-то там подозрительно. Не знаю, что Сапар ага увидел подозрительного. Пусть поделится с народом. Кто такой Сапар ага? Я так понял, Иклым, что ли? Для меня он не ага. Все идет там, подождите, Иван, все идет к тому, что все республики бывшей СССР вынуждены будут объединиться. Народы поняли, что их в 1991 году на колонии. Нет, Иван. Если бы они хотели объединиться, они пошли по другому пути. Ну, во-первых, никто не зайдет в ту воду дважды. Склеенную чашку заново не склеишь. То есть разбитую чашку заново не склеишь. Да, может быть, каких-то наподобие других путей объединения, на типа конфедерации в этом роде. Но опять это будет временные союзы. Но то, что сейчас происходит, и когда свысока смотрят друг на друга, никогда не сможет объединение произойти. Поверьте, руководитель тех стран, которые мы имеем в виду на постсоветском пространстве. Аман Аманов задал вопрос, кто где, Маккы где. Кто такой Маккы, я не знаю. Если вы имеете Сапар Мурадова, то он пошел прививку делать. Вот. И на похороны своего крестного папы пошел. От Черцова. Так. Что там? Угу. Так. Николай Ледев, не лучше ли ГБ отправить в Гагу, как Милошевича, и судить там за все его преступления? Ну, во-первых, мы не субъекты
Нет, вы правильно говорите, но для этого надо было, чтобы была заинтересованность мировых стран. Ну, Милошевича, понимаете, там же его судили из-за того, что как бы он осуществлял геноцид по отношению к другой нации. Там все этим косоварам, другим албанцам. Поэтому его привлекли за это. А тут же он геноцид делает своей собственной нации, поэтому нам его судить. Так, у меня еще 10 минут есть почти. Стивен Джонсон пишет, зачем делать прямые эфиры, уклоняйтесь от прямых ответов. Я что-то не понял. Я на все ваши вопросы отвечал. Как мог. Аман, да, это Макы. Ну, извините, я не буду о нем обсуждать. Давайте. Сапурмурат в своем стиле, он такой человек веселый. Поэтому, как вам сказать? Кстати, я вам говорил же на одном из встрече, он мне позвонил, что самолет предлагал. С ним, оказывается, не расплатились. Менің бір şey білесім келе, Аллах büyüktür. İnsan koruyucu kuramalar haram kuluyunun parasına satılar mı? Eğer satılmadık olsa näme sebepten halkın tarafına duran oklar. Yaman kolu soğukta Allah büyüktür. Menim şu zatları bilesim geliyor. Şunun için ka vaqtı tanqid ediyen şu zatları, şu näme. Esası şu näme, o näme var? İkisani Tuğbatulun var, Ataol, Mətiyev var. Şu sebep olur köp vaqtın şu nämenin içinde de insan koruyucu idaralarından. O näme diyen o düşünmedik onu. Çekya'daki o näme insan koruyucu mu ya siyasetçi onu düşünmen geçti o. Ferhat İklim, Kakamrat, şu problemalar çözülür mü? Ya da yok ve kaçan düzelir? Huda etirse çözülür. Huda etirse şu yıl olmasa şu yıl çözülemeli. Şu yıl seva halk şu dereceye yetti. Men köp zat aytıp bilemek, yönü şöyle umidim var. Huda etirse şu yıl çözülemeli. Стивен Джонсон, если вы не нравится, вам не нравятся мои ответы, ну, извините. Вы можете напрямую мне позвонить и спросить. Но я прекрасно знаю, что вы знаете ответы на все эти 3 вопроса. Вы просто при народе как-то хотите это по-другому преподнести. Так, Перхат... так, Парахор... Hocam Atabayev. Paraxor üçün ayrətin ceza olansaq nə ilə olur Qaxımradı? Qatıq olur. Ayrətin ceza edersin. Yəni atıl cezası yok Türkmenistan'da. Bağışlan. Yani onlar oturmalı deyip nə mi oturmalı? Onlar değil mi? Öz oğlan zatlarını verseler halk için olur öyle taparsa nə mi? Qaysı ceza vermək üçün. Yani türmede oturup adamı var ya düzüdüp bolmuyor. Вообще тюремная система, пенитенциарная системасını полностью реформа etmeli. Полностью реформировать etmeli. Esas şu ayağı gelin использовать etmeli esası. Полностью. Türmede o сплошной рассадник туберкулеза, her хили болезнь. Kur ayratin случайda türme oturtmalı. Önüm türmeler var ya, европейский standart etmeli. Bağışlan da. Yani hazır türme düşen adamlar invalid olup çıkıyor. Hiç kaçan olur adam ne deyin şu put исправления düşen aklı. Şu zatlı vardı olan. Onların işlemeli. Türmeden çıkan son onları işe koymalı. Bunlar nerede türme düşerler? Bunlar mecbur olup düşerler. Bunlar çıkıyorlar например türmeden de. Yine önkü oğru olsun, zat olsun. Şu rayonda oğurluk oldu mu? Ugalma Rosk'un işgalleri birinci son yanına var yalı. Hakik oğrun tapmam bunu yenciyle uğrayalı zaten boyun aldırıp bu yine gidiyor. Şöyle residif bol gidiyorlar. Polnosyu bu zatlar var ya, ne mi diyeyim, polnosyu bizde Türkmenistan'ın içinde hem zat yıkıldı sistemi. Şu prokuraturana mı reformirat etmeli? Milisiyana mı reformirat etmeli? Военныlar mı reformirat? Olur gayta reforma alsa olur gayta qovu yaşayalım.
Birinci aylıkları kov oluyor. Para almıyorlar. İkincisinde profesyonel oluyorlar. Onların var следственный nemeleri var. Ekspert отделları полностью укомплектовывать etmeli. Yine ben berde polisiye bir konu vardım zaten şu neme men çağırdılar da советник oldum da по определенным вопросам. Ben heyran kaldım. Şu DNA ağzı сразу şu место преступления şöyle bir ватные палочка var. Alıyla DNA уже. Nemesine. DNA deyip bağışlangıçtan çıktı da. Orası. Yönet неопровержимые доказательства. Şu oyuncu şu DNA'de adamları tutup bilirler. Bizde o zatlar yok. Нет, DNA, я забыл, как это по-русски. DNA. Нет. Так, Алишер, Какамурат, а можно ли с оппозиционерами других государств вместе обсуждать наш... Алишер, как приятно, что вы зашли и не обсуждаете ДВТ, и не ругаете. Понимаете, наконец-то дошло, что вы можете как-то... Вы меня извините, конечно, что вы можете как-то кооперироваться. Да, конечно, можно. Можно обсуждать, можно эти общие проблемы решать. Что мы и делали. Что мы и делали со всеми. Но когда твои доброту злоупотребляет твоей добротой и делает в своих целях, конечно, мы пресекаем это. Злоупотребляет твоей добротой и использует свою политику, понимаете? Вот так. Кахмурат İslam Matiku пишет. Кахмурат Хачан Барес Könürgönce. 3. Mart'ta Könürgönç'te hemmesi varmalı. 40 gün etmeli. 3. Mart'ta. Hemmesi. Bütün Türkmenistan'da 3. Mart Süleyman'ın 40 günü belirlemeli. Так. Умит Асанов пишет, надо, как в Армении, все в порядке бушует народ. Да, как надо с Арменией. Как вы посчитаете, так и будет. Aha пишет, siz vaxtında sülçü bolup iyi işlediniz. Hava işledim. Aydanınız. Sizin sülçülük eden dövrünüzde hükümet işgərləri yoxur işleyenler karşı demene boldu mu? Karşı boldu mu? Şeyle demenlerde bir kanunçuluk boldu mu? Ya bizim işleyen dövrünü ben 95'ten 97'de işledim de. 95'ten ta 96 yılın içeri bir yıl 7 ay Generalny prokuraturada işledim. O vaxtda sekreter deysem oluyor. O vaxtda yoxur bilimim gerekti. Yani şu işe girecek olup şu vaxtda geldim. O zaman bayram aşırı için yani priyomuna girdim de beni çağırsan, işe versen, uğratsan uğrat. Olmasa ben işten gideyim dedim. Sebep ben dostlarım, kursdaşlarım başka yerde işledim. Sonunda beni etrafa uğrattı. Ben bir yıl 3 ay işledim prokuratura. Şu bir yıl 3 ayını usulçay dereceye. Şu dövrde mi 17 san cinayet işlerini. Sebep alıp yatan önlemeler yoktu. Biz prokuratura işlerinde особо тяжкие преступления de işledi. Ya или особо крупные хищения. O vaxtın особо крупных хищениялар yoktu. Yanı Türkmenistan kurulup başladı. Хозяйственные отношения yanı düzülüp otuyordu. Da başka yurtla bile. Убийство, вот, например, в основном убийство на бытовой основе были, да? Bıtavuha. Erheleğini öldürelim ya Джороларını öldürelim şöyle oldu da. И был этот разбой, сопряженный с убийством. Что за atlar derdi. Böyle Alparan вот государственный деятель karşı çıkıp Niyaz'ın önüne o vaxtında yoktu. Şu derece yetmedi şu dövrde. O zaman ben bir ay 3 yıl işledim. Bir yıl 3 ay işledim sonra ben gittim işten. Вот. Так, у меня 1 минута осталась. Какамурат, опять Николай Лебедин. Какамурат, наверное, не по теме, но хочется узнать ваше мнение о декабристах. Каких декабристах? Которые дворяне-декабристы? Или какие? Если дворяне, которые балконские, эти, ну что я могу сказать? Они показали в свое время пример, что даже в высших слоях общества
были не согласны, что творит, какой произвол творит царь-батюшка. Вот так. Хотя надо посмотреть с другой стороны, понимаете? И как царь, как руководитель, наверное, в то время он думал, что он правильно делает. А декабристы, ну, это то общество, когда они сыре, масле катались, просто волюнтаристские идеи у них появились. Они считали, что, наверное, общество возьмет, будет такое идеальное. А на самом деле практика показывает совершенно другое. Так, последний вопрос. Нам надо начинать с образования. Наше образование на нуле. Институт образования уничтожен. Рут Вайстер. Правильный вопрос. Не только с образования. Образование и медицина. Понимаете? Образование и медицина. Вообще все надо поднимать. Но образование – это просто столб, на котором должно стоять государство. Если правильно, грамотные кадры будет, у нас ничего с нами не случится. Последний вопрос, ладно. Алишер пишет, это последний, как Мурат, почему вы так ненавидите меня? Нет, я вообще людей люблю, Алишер, честное слово. Самый вот так, как бы доброжелательный человек. Вы же мой туркменистанец. Я могу с вами не соглашаться, приводить доводы, спорить, но чтобы человека ненавидеть, это не ко мне. Ладно, все, последний, я не буду отвечать. Последний, ладно, вопрос тут меня не оставляет. Здравствуйте, как Мурат Хадыров, Биг Би пишет. Скажите, пожалуйста, посольство Туркменистана в Стамбуле народу не помогает, телефон вообще не отвечает, паспорта не проделать. Что с ними можно делать? Скажите, пожалуйста. Призвать к ответу, на них жалуются, как они жалуются на обыкновенных наших туркменистанцев политиков. Вы тоже можете на них пожаловаться, прийти и сказать, что вот мы, граждане Туркменистана, вот уведомляем, что они не открывают нам дверь, чтобы они на вас не писали, не звонили, что вы ломаете их. И стоять, и требовать с них все, что можно. Вот так. Ну, в первую очередь, я бы посоветовал сделать большую фотографию Сулеймана и возле посольства, возле этого консульства повесить туда, и туда поставить цветы, кто свечку зажжет, кто игрушку поставит. Просто такая должна быть. Понимаете, это в турецком обществе покажет, что туркмены, туркменистанское консульство, они вот представляют интересы людоеда. Спасибо всем за внимание. Еще раз напоминаю всем, что в Туркменистане Бердымухамедов перешел ту черту, когда с ним уже нельзя вести переговоры. Он преступник, его должны мы арестовать и призвать к закону. То есть призвать к ответу в суде. Он просто туркменистанцев везде во всем мире опозорил. Спасибо вам всем.